На тот момент мне было 15 лет. По жизненным ситуациям получилось так, что я осталась одна со своей младшей сестрой. Мне пришлось выйти в таком возрасте на работу, и в этом месте я познакомилась с молодым человеком. Это были никакие не отношения сейчас, с моей точки зрения. Ну, можно назвать, он был моим молодым человеком. Он сразу же переехал в мою квартиру, потому что он был в США, я жила в Бишкеке. Мы начали жить, и где-то через месяц, ну как жить, без каких-либо, можно сказать, даже половых отношений. Потому что, ну, ребят, это в моих этих было как, это мой парень, мой муж. А он на тот момент, во-первых, он старше меня был на 7 лет. А в тот момент он просто пользовался, наверное, вот этой вот удобной ситуацией, что молодая девчонка, квартира. Вообще я из нормальной семьи, в которой никогда никто не курил, не пил, не было скандалов. И для меня это было дико, знаете, когда кто-то приходит, какие-то вот гулянки на квартире. Ну и учитывая, что мне 15 лет, в то время я была глубоким ребенком. Приводились друзья. Ну и понимаете, что там устраивалось, пьянки, гулянки. Я начинала возмущаться. И следовали побои. Побои следовали очень жесткие. Меня просто забивали до полусмерти. Я потом месяцами не могла открыть даже глаза. Он меня не просто бил, он на мне, можно сказать, отрабатывал все эти удары. Я была его футбольным мячиком. Когда это происходит, тебе охота спрятаться от всего мира. Потому что отца у меня не было, братьев у меня не было. Мне, по сути, рассказать было некому. Когда я пыталась несколько раз вызвать милицию, она потом уходила, просто разворачивалась после того, что это моя сестра или там еще что-нибудь. И он меня еще больше избивал потом. Үй бүлөлүк зомбулук бул азыркы көйгөй жараткан нерселердин бири да булчу. Анткени үй бүлөлүк зомбулук бул бизде катталып турат. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча арыздануучу тарап биринчи күндөрү келип активдүү катышып арызын бизге берет. Андан кийин эле биз ал арыздын негизинде атайлап бар соттук медициналык экспертизага жолдомо беребиз биз. Соттук медициналык экспертизанын корутундусуна ылайык биз кийинки тергөө амалдарын жүргүзөбүз да. Көп учурда соттук медициналык экспертизага жолдомо берилгенден кийин арыздануучу тарап өтпөй калат да, кандайдыр бир себептер мененчи. Анан себептерин биз алып талкуулап көрсөк, өздөрүнүн арасындагы бир тууганчылык, эл эмне дейт деген көйгөйлөр бар. Ошонун артынан экспертиза өтпөй коет. Эгерде экспертиза өтүп келип алган жаракаттын деңгээлин биз аныктап, ошонун негизинде биз ошо үй бүлөдө жараткан зомбулук көрсөткөн адамды биз кылмыш жоопкерчиликке тартып, аны биз сот органдарына тапшырып беребиз. Кылган нерсесин мойнуна тартып, жазасын алуунун негизиндечи. Жанагындай экспертиза өтпөй калып, биз алган жаракаттын деңгээлин биле албай калсак, андан тышкары арыздануучу тарап тосмо арыз менен кайрылса, биз кылмыш ишин козгоодон баш тартканга туура келип калат да. Бирок ага карабастан азыркы иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде бир жолу, экиден ашык эгерде үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталып, ошондой эле тосмо арыз менен кайрыла берсе, бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинде каралган бул кыйноо фактысы менен биз кылмыш ишин козгоп, тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзөбүз. Во многих случаях семьи расходятся, то есть разводятся, там деление детей начинается, поэтому, чтобы этого всего не было, они начинают писать заявления. Либо как бы остывают и думают, ну, живут вместе там уже на протяжении стольких лет, поэтому пишут встречное заявление. В основном происходит из-за детей, то есть они живут, общие дети, чтобы дети не страдали, либо же из-за давления со стороны родственников мужа, там, либо общественное мнение, зачем женщина должна там. Говорят, ну, напиши там встречное. Маме, конечно, я жаловалась, наверное, уже спустя год.
когда я просто уже не могла, когда у меня выбиты были все зубы, переломан нос, разбита вся в шрамах голова. Просто у меня уже начал режим, наверное, самосохранения. Я уже, конечно, говорила маме, но в тот момент она ничего не могла сделать, потому что этого человека почему-то боялись многие. Потом, когда я уже узнала, его отец приехал после очередного сильного избиения. Как он сказал, это жизнь, надо все терпеть. Потом я уже от отца узнала, что он неоднократно сидевший за избиение со смертельным исходом. Вот так вот. И, видимо, это была норма для кого-то. Ну, в принципе, это даже сейчас, по прошествии стольких лет, и общавшись с многими людьми, я понимаю, что для многих это норма. То, что если бьет, значит любит, да. Вот на протяжении 2 лет я этого всего терпела. Потом в очередной момент, когда он меня уже начал бить, и когда я уже просто начала терять сознание, я спаслась, можно сказать. Я выбежала на улицу и хотела просто кинуться под машину, и этим самым я спасла себе жизнь. В итоге он не ушел, ушла я. Оставив все, я просто убежала к маме, где она жила. Находилась там 2 недели, потом уже моя мама говорит, пошли все-таки, это наш дом. Ошол жерден биз аныктайбыз эмне себептен ушу үй бүлөлүк зомбулук кайталанып атат. Бул уже биз кылмыш ишин козгогондо арыздануучу тиги макулдук бериш керек да. Биз бул жактан ошо макулдугу биринчи эле көрсөткөн макулдугунун негизинде эле ишти козгоп туруп, тийиштүү органдарга тапшырып беребиз. Үй бүлөлүк зомбулук болгондон кийин коргоо ордери берилет. Коргоо ордерине жазылат. Зомбулук көрсөткөн адам арыздануучуга жолобош керек. Мындай өзүнүн атайын убактысы берилет, ушунча күнүн ичинде жолобош керек. Эгерде коргоо ордерин бузса, ага дагы өзүнчө чара колдонот да. Үй бүлөлүк жана зомбулуктар менен катталган фактылар да көп болот. Алар менен биз жанагы арыздануучуга келтирилген биринчи көргөн деңгээлин көрөбүз да. Эгерде соттук медициналык экспертизанын корутуусуна өтпөй койсо деле, биз болсо жанагындай келтирилген зыянын карап туруп, биз камакка алабыз. Камакка алып туруп, анан укук бузуулар кодексинин негизинде сотко жөнөтөбүз. Ал жерден болсо, соттор болсо, ар кандай чараларды колдонот. Бул 3 суткадан 5 сутка чейин камакка алат, же общественный работаларга жөнөтөт. Ошентип биз азыркыча жумуш жүргүзүп атабыз. В моей ситуации лично была полнейшая халатность со стороны правоохранительных органов, потому что я не знаю, как сейчас они работают, ничего не могу сказать. Но, скорее всего, так же, потому что почему-то у нас сейчас норма, если муж, значит, имеет право. Хотя нет, еще раз нет. У нас должна быть защита. А к кому нам обращаться еще, если не к милиции? Потому что у многих нет родителей, у многих нет братьев, да? У многих такие ситуации, что просто некому заступиться. И женщина, она априори слаба перед мужчиной. И в такой ситуации к кому обращаться? Конечно, к милиции. И если милиция бы, я думаю, работала бы у нас должным образом, у нас бы меньше всего этого было, потому что уже мужчины боялись, они знали, что просто будет последствия. Ну, конечно, не все, у нас же есть такие, которые ничего не боятся, ничего их не берешь, но во многом, мне кажется, это бы улучшило ситуацию. Поднимает руку, это уже самое последнее. Не норма даже, когда мужчины поднимают голос, потому что все нормальные, адекватные люди должны решать проблемы разговором. Это в первую очередь, проговаривать это все. Если где-то что-то не устраивает, меняться не могу сказать, потому что человек меняется очень редко. Это тоже особая работа нужна, чтобы изменить себя, изменить какие-либо привычки, понимаете? Это очень тяжело, когда ты находишься в таком состоянии.
у тебя страх во всем. Не то, что совершить такой отчаянный шаг вообще, там, уйти в никуда, да? Пытаться всегда искать помощь, всегда просить. 10 человек откажут, 1 человек поможет. Я в этом уверена, я это прошла. Не бояться доносить. А сейчас, тем более сейчас, знаете, у нас сейчас есть и соцсети. У нас сейчас есть, это можно все вынести и на телевидение. Поэтому не нужно бояться. Это все решаемо. И всегда выбирать себя, Потому что можно жить счастливо, можно жить спокойно, без каких-либо вот этих побоев.